Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину и узнаем, что же с ним происходит, как его понять, как к нему подойти, да и вообще, чего от него ждать. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте вместе посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, с кем это он у вас общается? Вы знаете, что помимо вас он еще с кем-то общается. Вот как будто бы его, как сманивают, переманивают, да? На кого-то он очень сильно отвлекается. И это женская фигура. Это не какие-то там друзья, приятели, родители, нет. Женская фигура. Какая-то юбка за ним ходит прям по пятам и каждый раз его дергает. Отвлекает, дергает. Так, давайте разберемся с ним, да, с его основными моментами. Потом разберемся с этой юбкой. Так, мужчина. Мужчина, смотрите, голова пухлая вышла. Очень много каких-то забот, дел, мыслей, ситуаций непростых в его жизни. Нелегко. Ему нелегко. Плюс еще вы на него какая-то обиженная, либо претензии, да, какие-то претензии у вас к нему есть. И он, бедненький, знаете, как по всем фронтам, и туда, и сюда, и чтобы всем угодить, и чтобы все получилось прекрасно. А силенок-то не хватает. А вы знаете, что у него здоровье ослаблено? Вот по здоровью сейчас, какая-то беда, горюшка какое-то его поджидает, либо уже произошло, либо вот он, как, знаете, заболевший, приболевший, может быть, даже какую-то травму получил. Вот. У кого-то прям психологическая травма очень сильная. Он у вас как будто бы на грани нервного истощения, либо даже физического истощения. Слишком много на себя взял, слишком много на себя взвалил. И, не справился, девочки, не справился. Вы от него ждете каких-то конкретных действий, поступков, проявлений, а он, как не мычит и не телится. Да? Вот закрылся в своем этом коконе, и к нему практически невозможно пробиться. Если вы начинаете с ним говорить, то идут какие-то общие фразы, отговорки, подожди, не до этого, там... Я в намерении, да, я там обдумываю, я решаю. Вас, конечно же, это бесит. Я даже вижу у вас усталость. Усталость от его такого, по мнению вашему, пренебрежительного к вам отношения. Да. Даже вот прям вижу, кто там думает, да, вот когда я ему нужна, он рядом. Когда типа он мне нужен, иди ищи ветра в поле. Но это не так, девчонки, вы ошибаетесь. Вы действительно ошибаетесь. Нет, я его не оправдываю. Конечно, он тут нагородил, напутал, намутал. Но вот такие обстоятельства. Да? Слишком много на себя взвалил. Как неправильно оценил свои физические силы. И вот он, пожалуйста, результат налицо. Так, ваши претензии понятны, ваши ожидания, чаяния тоже понятны. Ему они тоже понятны, не только мне, вы не думайте. Ему они тоже понятны, но ничего с этим поделать не может. У него очень серьезные виды на вас. Вы для него женщина ценная, важная. Он не намерен с вами не расставаться, не терять и не выпускает вас из своего поля зрения. Но просто физически он все это не вытягивает. Смотрите, на ближайшие несколько дней, да, вот в течение недели, возможно, да, у мужчины точно идет какое-то болезненное состояние. Вот прям плохо-плохо, в край плохо ему будет. И, возможно, даже потребуется вмешательство
серьезное вмешательство, да, то есть и в больницу даже может загреметь, не дай бог, конечно, но у кого-то именно так и отыграется, а у кого-то вот прям несколько дней будет прикован к кровати там, с температурой, либо плохо, мужчине будет плохо, девочки, вот именно здоровье, вот это его ждет. Так, это время ему будет дано не просто так. Знаете, тут как будто бы высшие силы, видите, этим крестиком говорят: стоп, дружочек, остановись. Остановись, посмотри, каких дел ты наворотил. Ты ж запутался, ты ж света белого не видишь. Ты ж не живешь, а существуешь. И еще и людей, кто тебя окружает, тоже вот в нервном таком напряжении содержишь. Вот, ему дают эту остановку на то, чтобы он, во-первых, восстановил свои силы, во-вторых, придумал, разработал четкий план, как ему выкрутиться, да, выбраться на поверхность, выплыть из того, что он тут закуролесил. И третий момент – это момент переоценки ценностей. Вот что я действительно хочу, к чему я действительно стремлюсь и что по итогу я хочу получить. Пройдет, у кого-то 3 дня, у кого-то 7 дней, да, вы все разные. И вот мужчина, у него даже взгляд поменяется, вот он совсем другим станет. Вы его даже не узнаете. Вот кто-то прям в шоке будет, скажет: ой, а что с тобой случилось, да? А что ж ты так поменялся? Вот. Он, смотрите, как, не могу сказать, что прям все сразу разберет, да, нет, этого не будет, но тем не менее вижу, что он выбирает какую-то правильную тактику поведения, какие-то очень серьезные такие вот судьбоносные даже поступки будет делать. И смотрите, первым делом, как только он поправится, он двинется к вам в вашу сторону. Вот она, вы стоите красивая, а вот он, да, с каким-то вот подарком, с каким-то предложением, с каким-то действием в вашу сторону. Девочки, он к вам 3 катит. 3. 3 – это отношения. То есть я хочу быть с тобой, ты мне нужна. Вот. Несмотря на все там мои проблемы, обстоятельства, вот ты самая главная женщина в моей жизни. Придет, скажет и сделает то, чего вы так долго ждали. А кому-то даже еще больше скажет и еще больше сделает. Прям будете немножко шокированы. Прям так и скажете: удивил, действительно удивил. Так, давайте разберемся с этой юбкой. Какая-то женщина, либо какая-то прилипала. Знаете, вот есть такие женщины, вроде как видят, что мужчина не свободный, да, либо мужчина на нее внимания не обращает. Она думает: а возьму, попробую. Здесь либо на работе, либо, может быть, даже какая-то бывшая, да? То есть она к нему доступ имеет. То есть постоянно она с ним на контакте, либо в контакте. Она к нему прям лезет. Она его постоянно трогает, цепляет, да? Обращает на себя внимание. Здесь может отыграться что угодно, начиная от того, что она его там соблазняет, да, своими там формами, может быть, даже специальную одежду какую-то одевает, там, где все видно, да, где все на поверхности находится. А может быть, и вот помоги, там, сделай, а я женщина одинокая, женщина несчастная, там, слабая, там, знаете, да, есть такие, которые умеют играть на нервах сильных мужчин. Вот, прям ходит, прилипла к нему. Он-то, знаете, к ней равнодушный, но не строгий. Вот если бы он ей строго сказал: так, у меня есть любимая женщина, ты мне не интересна, пожалуйста, отстань. Вот она бы от него отстала. А так, вот своим позитивным таким дружеским отношением он ей как надежду дает. Вот, поэтому она за ним и ходит. И его тоже дергает. То есть, представляете, у него куча проблем, куча всяких дел, еще и с вами проблемы. И плюс еще вот эта женщина его вот тык-тык-тык-тык. Обрати на меня внимание, а помоги мне, а подскажи мне. Да? Вот это тоже момент раздражения. Если вы его ревнуете к этой женщине, понимаете, о ком я говорю, у него абсолютно нет никаких чувств к ней, и я не вижу, чтобы между ними в принципе что-то было возможно. И если это его бывшая, то там 100% нет. Если это какая-то новая, но она
не то чтобы как женщина, даже как человек ему не интересно. Здесь вы можете выдыхать и успокаиваться. Если уж очень сильно хочется, и вы ее знаете, вот просто к ней подойдите и скажите: не трогай моего мужика, а то не поздоровится. Вот, в принципе, она, я думаю, возражать не будет, когда увидит вас, ну и сделает правильные выводы. Отстанет, она от него отстанет. Так, мужчину, конечно, жаль, но он сам виноват в своих проблемах. Девочки, просто дождитесь. Просто дождитесь. Точка кипения, она уже вот где-то здесь. Буквально там через 5 минут настанет. Вот, и все в ваших отношениях поменяется. Он нормальный, адекватный мужик. Да, запутался, да, где-то там что-то неправильно придумал, продумал, либо подписался на что-то лишнее. Но все это уже сделано, все это решаемо. И, в принципе, да, несмотря на то, что выглядит плохо, принесет хороший результат. Так, давайте я для вас возьму совет на оракулах. Я пару видео записывала с оракулами. Вижу, что вам понравилось. Просто совет для вас. Вот как вам поступать с ним, ну, либо какую тактику поведения выбрать. Да? Вот что вам оракулы посоветуют лично для вас. Быть сильной, ничего не бояться, заниматься собой, своей жизнью, своими интересами. Вот, видите? Ой, ну, девочки, смотрите, какая красота вышла. Вот как песочек нам показал, так нам оракулы и подтвердили. Мыши, конечно, есть. Ну, мыши — это и вот женщина, это и проблемы его, да, это что он запутался. Это мыши, это все уходит. Они такие маленькие, господи, что их там бояться. Вот, а вот он, видите, как всадник летит в вашу жизнь сердцем. Девочки, любит, он вас очень любит. И он скажет вам те самые заветные слова. И сделает то самое заветное предложение. Все у вас будет хорошо. Знайте себе цену, не переживайте. Любите себя, занимайтесь собой. А мужчинка, он уже в пути. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.